Юля, можно ногами? Все? Запись? 50 можешь с моей стороны? Да, пусть Там они. расписание. На глаз смотри. Да. По-разному падает. Все. Готовы? Да. Есть? Там звук. Звук есть? Звук есть. Ага. Поехали. Сэм Бэна, дорогие наши зрители, мы продолжаем наши разговоры с интересными, оригинальными людьми, с которыми я встречаюсь, задаю вопросы, и вместе с вами мы слушаем ответы. И сегодня у нас в гостях одна из самых ярких танцовщиц нашей республики, нашего театра, муза, которая вдохновляет на новые проекты, постановки. Народная артистка Республики Бурятия Юлия Замоева. Юля, добрый Спасибо. день. Добрый день. Как Ты так меня сделала- представили, муза. Ты сделала такое лицо, как будто что ты не народная артистка или не муза. Не, ну у меня нет такого ощущения, что я прям такая народная Народная. артистка. Нет, на самом деле, ну, надо сказать нашим зрителям, что ты знакома очень давно, и, конечно, все твое творчество я знаю очень хорошо. И именно в преддверии как раз такого сольного концерта, я думаю, что это стало просто поводом поговорить с тобой и узнать твое мнение на некоторые интересующие меня вопросы. И в целом, вообще я хочу иметь такие разговоры какие-то, чтобы даже если вдруг выйдет это в эфир, то это хорошо. Вообще, как бы и для архива тоже. Юля, смотри, вот такой первый вопрос. Мы же находимся с театром в преддверии 80-летия. 80 лет коллективу. Что для тебя эта дата, вот как для артистки? Вообще нужно ли праздновать такие события? Такие 80 события лет. нужно праздновать обязательно. Во-первых, ну, для артистов это очень важно. Это возможность показать тот багаж, который был накоплен за это время. Мгм. Вот эти 80 лет. Это же, ну, сколько всего было сделано, Мгм. спето, станцовано, сыграно. Мгм. Какие люди были, Мгм. как, может быть, они танцевали раньше или там пели, да, играли, как все это было раньше, как сейчас трансформация происходит. А ты вот 80 лет, вот смотри, 80 лет, вот такая дата, да, ты танцуешь, ты была и 75, 70 лет. Вот когда проходят такие большие периоды, ты делаешь какие-то оценки, вот это важно артистам смотреть вот на то, что проходит в прошлом и как сейчас. Вообще у тебя есть такие какие-то оценки или что-то ты ставишь, какие-то баллы условно, нет? Нет, Как- ну баллы, конечно, не ставлю, но, Ага. конечно, все равно время идет, все меняется. Мгм. Сама динамика жизни, все меняется в жизни, даже те же... То, что мы танцевали раньше, то, что какая я была раньше, Мгм. сейчас даже по прошествии там 5 лет, например, да, все Не равно говоря уже о 20 лет, да? огромные изменения произошли. И, наверное, вот эти изменения тоже как-то нужно показывать, что ли. А ты то, что изменяется, ты как оценишь? Положительно или у тебя есть какая-то грусть, то, что меняется, или с каким-то таким... Нет, мне всегда интересно все новое. Отлично. Очень люблю. Потому что, ну, часто вот эти вот, даже то, что было в 75 и 80, вот этот промежуток 5 лет, все равно делаешь в этом все время, каждый день варишься. А вот когда переступаешь какой-то порог, какую-то новую ступеньку, это всегда интересно. Мгм. Когда что-то делаешь, все равно какая-то есть задача, да? Мгм. Вот эта задача, потом на эту задачу накладывается другая какая-то задача. И вот это вот все получается, ну вот получается какой-то такой заполненный сундучок, что ли. Мгм. А в сундучке А в сундучке... знания, умения, навыки? Или что-то еще такое? Ну вот... Что же там в сундучке? Ну и все вышеперечисленное, конечно, тоже. Но ты ощущаешь, да, все равно, что
каждый раз, что ты для себя что-то приобретаешь. Не, ну, конечно, это открываешь себе что-то новое. Если вернуться немножко назад и посмотреть на начало, да, меня всегда интересует момент, когда такие артисты, как ты, которые имеют очень хорошую классическую базовую школу, что тебя заставило свернуть и уйти, казалось бы, с такой понятной уже дороги балерины, классической танцовщицы? Что там было? Ну, когда я пришла в Бадмасек, я вообще, если честно, удивлена, как меня Дандаржапович взял, потому что на тот момент я была такая немножко какая-то Неумелые. неумелая. В народных танцах. Как же он меня взял, до сих пор удивляюсь. Вот. Но не прогадал же. Не прогадал, наверное, надеюсь. Точно нет. Почему ты ушла? Почему? Почему повернула? Нет, наверное, лучше я скажу так, что сейчас работаю вот здесь, в Байкале, и работая в Бадмасесек, я знаю, что завтра будет что-то другое, что-то новое, интересное. Даже, скажем, поездки. Я очень люблю поездки. Это обязательно. Да. Неизменная часть нашей Вообще для работы. артиста это очень важно. Показать себя, показать то, что ты умеешь, не только вот там, где ты родился, работаешь каждый день, а где-то за пределами того привычного. Иметь возможность, да, показывать свое искусство. Да. Это тебя иметь привлекало? даже оценку, ну вот как нас встречают Мгм. где-то в другом месте, это тоже немножко по-другому. То есть какая-то новизна Новизна, и да. открытие новых территорий Да. тебя привлекали. И это тоже. Но я знаю, вот я точно знаю, что в театре Байкал это всегда все новое, все интересное, каждый день какое-то движение, каждый день какая-то новая информация, что-то будет всегда интересно. Интересно, качественно. Вот это меня привлекает. А что самое сложное, когда ты изучаешь балерине, изучать народные танцы? Что там самое сложное? Я помню, как, придя в Бадмасек, мне Дандаржапович говорит, не ходи как балерина. То есть, ну, наверное, манера. Наверное, эта манера все-таки другая немножко. А балетная манера, она же впитывается, ну, как-то с детства, она все равно как-то осталась во мне, наверное. А здесь нужно менять свое, не знаю, пластику движений, наверное. Совсем другая. Пластика движений и манера, да? Да, Вот это да. самое главное. Но вот в преддверии своего я хочу сказать, что скоро у тебя будет сольный проект, твой сольный концерт. Я думаю, что ты волнуешься очень сильно, готовишься. Я вообще думаю, Что это Зачем? зачем, да? Но тем не не, ну менее. потому что я, конечно, знаю, как все это делается, как все эти сольные проекты делаются. Это такая просто головная боль. Ну, столько суеты, столько забот, столько труда. Причем не только вот того человека, чей сольный проект, а это просто весь театр работает на этого человека. Ты для себя, когда делаешь сольный концерт, танцовщица, для себя какие самые важные ставишь цели? Я вообще хотела, я хотела, чтобы был со мной на сцене именно весь балет. Коллеги. Коллеги, друзья. да. Люди, с которыми я проработала, 25 лет, скажем так, да. Ну, с некоторыми поменьше, потому что они помоложе. Ну, в целом, да. Вот целый мой творческий путь, чтобы они были рядом, чтобы я им могла сказать спасибо за то, что они рядом со мной. Вообще сложно держать вот такую планку, все время быть на уровне, диктовать какой-то уровень, там, скажем, такой профессиональный. Конечно. Тебе было сложно? Вообще есть сложно? Ну, конечно, держать планку какого-то уровня всегда сложно, наверное.
Ну, мне нравится. Нравится быть Нравится звездой. быть в центре. А вот если смотреть все проекты, которые были, вот есть что-то такое, ну я знаю, все сейчас будут говорить, все я люблю, но самый любимый проект, самый любимый образ, или вот вообще, ну скажем, давай самый любимый проект, потом скажем самый любимый танец. Самый любимый проект для тебя какой? Самый любимый проект. Любимый проект все-таки шоу-дэнс. 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 Это самое последнее наше Да, шоу, да? Да, ну, Почему? потому что оно такое современное какое-то, Ага. и современное, и вот эта вот этника тоже, вот это вот все переплелось, и в ногу со временем, когда идешь, это интересно, мне нравится. А самый любимый танец? А самый любимый номер у меня мушубун, наверное. Мушубун. Отлично. И самый запоминающийся? Да. И Отлично. самый какой-то такой, знаешь, прожитый, не прожитый, а, как сказать там, ну, когда я пришла в этот проект, Баргуджин Тыкум, этого же номера Мушубун была только вот лексика, проставлена лексика, а как-то образ, ну, был характер, направление, куда идти. А как все это изобразить, ну, вот, наверное, прожитый, можно сказать, образ. Ну да, но я хочу сказать, что Сделанный, вот как раз доделанный. этот образ ты и сделала. То есть это же ты же внесла очень много такой своей работы, да, такой актерской, искала какие-то манеры, образы. Но вот точно так же, выбирая самые лучшие, есть такой самый худший номер, который ты хотел бы забыть, или что-то, выступление, или какой-нибудь концерт какой-то был такой страшный или ужасный. Ну что-то такое, такие есть, или за которые тебе неудобно? Есть такие моменты на сцене, в творчестве? Я не помню. Все было хорошо, да? Отлично. И вопрос, мы же успеваем, танцуют все проекты. Что было до «Танцуют все» и после «Танцуют все»? Вот 3 пункта, которые вот, ну, вот такие пункты, которые вот изменили тебя или поменялись, или ты по-другому начала воспринимать жизнь до проекта «Танцуют все» и после. Так, начнем с того. «Танцуют все» для тебя важный проект? Ну, да, конечно. Да? Да. Он важный, очень важный оказался для театра. Мгм. Для театра. Мгм. Больше для театра, да, Да, чем для да. тебя? Потому что ты в своих любимых сказала, не танцуют все, а шоу-дэнс. Вот что тебе, что изменилось, что дало? Наверное, теперь точно вот это вот какой-то уровень, который мы должны держать всегда и все. Ну, вот какой-то уровень мы перешли вот с проекта «Танцуют все». Уровень профессионального? Уровень Профессиональный профессиональный, Мгм. да, профессиональный. Ну, не снижаться точно. Мгм. Еще? Наверное, ну, прибавилось работы побольше. Мгм. Так, что же Узнаваемость, нет? ещё? Узнаваемость-то? Ну, да нет, наверное. Ну и до этого не страдали, да? Еще что-то? А лично, внутри что-то ты для себя, что-то поняла? Ну что-то было такое, что это, а до «Танцуют-то сильно» я не поняла, не понимала, не было такого. В принципе, ты такая цельная. Нет, ну, надо, наверное, все-таки артисту как-то развиваться в профессиональном плане, разноплановым тоже. Тоже это полезно быть. Мгм. То есть разные стили, направления. Да. Все равно, даже если не используешь их каждый день в своей работе, все равно как-то для себя, наверное, нужно что-то знать. Я просто для себя хочу, вот этот момент, что на «Танцуют все», вы впервые все заговорили. То есть мы же до этого у нас сильно не было таких проектов. Для тебя ты научилась там говорить?
Для тебя было неожиданность там все время говорить о чем-то, давать интервью? Для тебя Ну, стало да, проблемой да. или в принципе нет? Ну, была проблема, да. Да. Потому что ты же там очень хорошо говорила, интервью давала в целом. Ну, знаете, если бы я хорошо говорила, я бы была в эфире. Так что... Еще один проект, который ты не вспомнила, но лично для меня он был очень важен. И когда я говорил в самом начале, что муза нашего театра, был такой проект «Орван Эрдени». Мгм. 3 звезды, да, как 3 музы или 3, по-разному можно, очень много определений. И вот как раз там самые яркие танцовщицы нашего театра, Дора Балданцерен, Ирина Батарова и ты. Вы были, вот для вас делался этот проект, и вы там блистали. Почему он не вошел в топ твоих проектов? Ну, можно, наверное, подумать, что почему он не вошел в мой топ, что типа рядом были другие солистки. Нет, Не я одна. не я Но одна этот там проект ты же сверкала. помнишь? Да, «Орван Эрдени. 3 конечно, драгоценности». да. Это был вообще классный проект. Тоже классный проект. Я считаю, Только тоже. почему-то он... Жалко, что он прошел всего 1 раз и 3 дня. Вот это был следующий вопрос. Вот как думаешь, почему он не пошел на зрителя? Я тоже абсолютно, вот до сих пор это один из самых сложнейших проектов, которые мы делаем в профессиональном плане. Помнишь, там все и контемпори, Да. и модерн, чего только не было, там новые постановки, музыка классная, Дондрович только ставил. Как думаешь, почему он так не пошел, вот как сейчас идут там шоу-дэнс или блеск Азии? Да, честно говоря, даже не знаю. Да? Было рано чересчур, Да нет. не то время, Нет, было как раз самое время. самое то. Не пошел, ну, я не знаю, может быть... Ну, я думаю, что если бы вставили в репертуар... Вообще он такой, честно говоря, был сложный, сложно собираемый. Ой. И вот там технические были вот эти вот моменты, когда это нужно было тоже... Был номер там с водой, это все там Да, что-то, дождь лился сверху, в ванной с водой. Это тоже все надо было собирать технически, и все это тоже так. Может быть, из-за этого даже его не ставили в программу. Мгм. А так, мне кажется, люди всегда шли и на Донару Балданцерен, Мгм. на Ирину Батарову. Ну и на тебе, конечно. Когда артист является востребованным, и потом, когда артист становится менее востребованным, называют трагедией, да, нашей жизни, потому что мы все проходим такие этапы, когда ты на пике, когда ты прямо такой, да, и когда нет. Есть какой-то твой путь, твой выход из этого? Ну, наверное, надо просто знать, что это будет когда-нибудь все равно. Мгм. Потому что, ну, такова жизнь, наверное. Мгм. Я тоже представляю себя, когда когда-нибудь меня не будут ставить в номера, например, там будут отодвигать. Ну, что тут сделаешь? Мгм. Ничего не сделаешь. То есть ты такой так и философ, есть. селяви, Так и да? есть. Но ты болела звездной болезнью? У тебя были периоды сумасшествия? Или эйфории такой? Ну, я скажу так, бывает иногда. Бывает. Но потом это немножко надо приходить в себя. Все-таки театр Байкал, 80 лет, юбилейные большие мероприятия, концерты. Что ты сама ждешь от них? Я жду, наверное, что расширение каких-то границ, что ли, Мгм. чтобы это было, ну, прям такое 80-летие. Мгм. Может А быть, для- широкое. Ну да. А для своих зрителей
для наших зрителей театра Для Байкал, наших? ты можешь что-то сказать в преддверии своего концерта? Ну или вообще в целом, пожелание твое какое-то. Дорогие друзья, я уже, скоро будет мой концерт сольный, первый мой сольный концерт. Я буду очень рада видеть вас в этот день рядом со мной. Я буду стараться сделать для вас показать вам то, что я умею, то, чему я научилась, наверное, за это время, то, что мне дали за это время мои наставники, театр. Приходите. Ну, у тебя какая-то грусть, да? Ты не хочешь этого концерта, да? Тебе грустно, да? Как будто есть такое, что вот то ли ты хочешь, то ли не хочешь, вот что такое есть. Честно такое, говоря, да? есть, не Есть, то, да? что грусть, Или ты а опасаешься, да, просто, когда боишься, сомнение какое-то все равно. переживаешь. Есть. Да. Ну что ж, дорогие друзья, это был разговор с нашей... Это по-настоящему, я говорю лично от себя. Это человек, который вдохновляет своим трудолюбием, своим отношением к творчеству, к искусству, к танцу. Человек, который очень-очень много лет создает по-настоящему образы, имидж нашего коллектива театра Байкал. Юлия Замоева. Я очень рад, что у нас произошел такой разговор. Ну что ж, друзья, я опять начинаю спрашивать, говорить, если есть там кнопка лайки, то ставите вы лайки, а если есть вопросы, то задавайте вопросы, говорите. Если вам что-то не нравится, пишите. Я люблю то, что не нравится, вот пишите. Или если вам что-то нравится, тоже пишите. Ответная реакция всегда будет. Ну что ж, до новых встреч, до новых разговоров. Тахим Устрабаиртай.